Пошаговый алгоритм покупки вторичной недвижимости в Польше. Когда я слышу слово «вторичка», у меня часто ассоциации чего-то, не побоюсь этого слова, грязного. Мол, вторичная недвижимость, непонятно, кто там жил, очень большие риски, да, покупки, нужно много всего проверить. И как будто это тот случай, где там даже я, как простой обыватель, шел бы к риэлтору, чтобы как-то эти риски перекрыть. Я бы хотел в этом видео разобраться, так ли это на самом деле, действительно ли это большие риски, и покупка первички как-то эти риски снимает, да? Как это правильно сделать, да? Как правильно нашим зрителям, если они приняли решение, что это вторичка, купить эту вторичку? Очень классный вопрос, и спасибо тебе за него. На самом деле добавочная стоимость риэлтора в основном только на вторичном рынке, потому что первичку очень легко купить, прийти к застройщику, взять ручку-кружку в подарок и квартирку тоже Да, купить. все знают, что в Польше Это не безопасно. бывает скама, как Да. в Украине, Да, допустим, поэтому это безопасно. это безопасно. Но это видео мы сейчас сделаем так, чтобы, посмотрев его, наш зритель смог сам пойти и купить вторичку без риэлтора. Назовите его «Как купить вторичку без риэлтора в Польше». Прежде всего, почему человек покупает вторичку? Не надо ждать ключи от застройщика долго, потому что цена за вторичку, там, 5-летнюю с ремонтом, сейчас как цена за первичку, но без ремонта. Ну, можно сказать, что дешевле, да? Потому что у тебя уже обжитый дом, соседи, уже какие-то дети бегают, уже никто не сверлит над головой чаще всего. На вторичке можно торговаться, потому что застройщик тебе даст заложенную скидку, и выше менеджер не прыгнет, а с владельцем можно качать, пока не продаст намного дешевле, чем хотел. А есть и минусы. Это налог на покупку вторички 2%, обычно его нужно платить. Ну и чаще всего вот ты покупаешь то, что уже сделали за тебя. То есть какой-то дизайн уже есть, ты его не можешь поменять, уже должен смириться с тем, что есть. Плюс иногда ты можешь покупать что-то подуставшее, правильно? Мгм. То есть где-то какие-то микротрещинки, где-то там еще что-то. Да, ты решаешь, оно тебе окей. Нюансы Да. эстетики, они есть. Да, ты решаешь, смиришься с этим, а может тебе наоборот даже нравится. Тоже плюс. По поводу вторички. Вторичкой мы называем любую недвижимость, даже если ей один день. Любую недвижимость, которую ты покупаешь не от застройщика, а уже от того, кто купил ее от застройщика. Или ему подарили, ну, неважно. Я не знал, я думал, что вторичка — это там, где уже есть как бы ремонт в том числе. Видишь, а ты говоришь, что вторичка — это в том числе... Я сейчас говорю, наверное, знаешь, про техническое название, а ты Понял. про народное Да, какое-то название. я как род народа, да. Да. Бывает вторичка даже без ремонта. Кто-то ее купил, получил ключи, там И просто... перепродал сразу. Да, Да. потом уже, чтобы ты не ждал, а сам себе сделал как хочешь. Ну, это обычно уже тоже дорогой вариант, на самом деле. Если еще ремонт делать, теряется весь смысл покупки вторички, потому что Ну да. все равно еще пару месяцев надо ждать ремонта. И, собственно, с чего начинается пошаговый алгоритм покупки? Обязательно с формирования бюджета. Ты покупаешь вторичку или за кэш, или, ну, кэш — это то, что не кредитные деньги, то, что у тебя на счету чаще всего, или за ипотечные деньги банка, которые ты потом будешь ему возвращать. Если это ипотека, нужно просчитать свою кредитоспособность, чтобы понимать, какой твой максимальный бюджет на покупку. Сколько у тебя своих, сколько кредитных, сколько ты будешь платить, хватит ли тебе зарплаты. Если да, можно покупать, и ты знаешь, что. Понимая свой бюджет, ты понимаешь, в каком районе, сколько комнат и сколько лет этому дому будет, да, или даже в каком городе ты будешь покупать. Это как бы самое вообще первое, что нужно сделать. Бюджет. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Итак, шаг номер 1 — это понять, какой у тебя бюджет. Если у тебя кэш, ну, он не обязательно в кэше, да, если ты покупаешь за свои деньги, тут все понятно. Если ипотека, то надо с консультантом поговорить. И у нас на эту тему, ребята, есть видео на канале. Да. И если мы говорим про бюджет, это понятно. Кроме этого, у тебя есть хотелки. И твои хотелки должны совпадать с твоим бюджетом. Что чаще всего... Не получается. Чаще всего бюджет нужен в 2 раза больше. Из опыта наших клиентов. Соответственно, ты понимаешь, если ты смиряешься, ты идешь
правильнее сказать, покупать квартиру. Находишь ты ее на разных сайтах, типа вот Odoma OLX, самые популярные платформы на Польше, и там в целом почти все есть. После просмотра квартиры, если тебе все нравится, обязательно, если ты особенно иностранец, нужно проверить эту квартиру на всю ее историю, которая только может быть. Обязательно нужно проверить, владелец ли тебе вообще продает. То есть хотя бы, да, посмотреть его паспорт и в księgu wieczystу. Кроме этого, нужно понимать, надо ли делать разрешение на покупку земли. Это написано в нотариальном акте, который подтверждает, что владелец — это владелец, в том числе. Там написано, как владелец получил эту недвижимость, купил, украл, ему подарили, он получил ее в наследство. Надо ли тебе делать дополнительные разрешительные документы, основываясь на том, что там написано в этом акте. Там может быть написано, что тебе нужно покупать землю или дорогу, которая подъезжает, виртуальную долю в этой дороге, которая подъезжает к этому дому. Или виртуальную долю под детской площадкой. Или виртуальную долю под зелеными насаждениями, да? Это все там расписано. Также, кроме этого, есть долги на квартире. Если это долги за электричество или газ, это не страшно, потому что когда ты покупаешь, ты переписываешь на себя счетчики, и долги владельца — это долги владельца. Ты платишь по новым показаниям счетчика. При этом тебе свет будут включать уже. Да, с этим все окей. Окей. Но есть коммунальные услуги, обычно это чинш, то есть то, что ты платишь в администрацию дома. Вода холодная, горячая, слив, вывоз мусора, уборка, содержание там охраны, все, что есть в этом доме. Бывает такое, что люди годами не платят этот чинш. Им могут даже отключить эти услуги, но они все равно каждый месяц дальше должны платить. У нас в Варшаве это в нашем хотя бы, по крайней мере в агентстве, самый большой кейс — это 80 тысяч злотых, которые накопились там за много-много-много, там больше 10 лет было. Человек просто не платил, да? Это были старые дедушка и бабушка, которые в целом еще и до этого были очень проблемные дедушка и бабушка, то есть у них и зависимости были, и что не хочешь, алкоголизм, поэтому там в целом очень много набегало. Лудомания. Слушай, они умерли, и квартира досталась в наследство внуку. И внук принял эту квартиру, сказал большое спасибо, но он и долги принял за эту квартиру. Он должен был оплатить долги. 80к. Да, и поэтому он ее продавал с очень большим дисконтом, так можно сказать, для себя. Потому что, покупая такую квартиру, ты должен обязательно заплатить за долги продавца, а оставшуюся часть заплатить продавцу. Как бы такую квартиру можно покупать, но твоя задача проверить еще, да, чтобы там этих долгов не было, потому что ты можешь продавцу всю сумму дать, а потом оказывается, что есть нюансы и еще доплатить за него. А это, конечно, уже выше вашего бюджета и неприятно для кармана. Это нехорошая покупка. А дальше, что тебе еще нужно проверить? В квартире могут быть прописаны люди. Это не мешает тебе быть владельцем этой квартиры. Но, например, старых безработных или детей выписать нельзя на силу. Продавцы должны выписаться сами. Это обязательно нужно проверить. Или если не выписались, ты их потом можешь выписывать из уженда места своими силами, потому что ты новый владелец. Но прописка в Польше значит, что он владеет недвижимостью, вот Нет. этот ребенок? Нет. То есть фактически тебе нужно его выписать для того, чтобы не получать его какие-то проблемные письма там или еще там что-то? Конечно. Да, чтобы его там То не разыскивали и так дальше. И тебе полиция в дверь не стучала? Да, а вы знаете этого человека. Примерно так. Кроме этого, бизнес-деятельность — это те же самые неприятные там письма, страховки, какие-то звонки по этой квартире. Особенно если там кредиты или долги, то могут и приходить искать. Поэтому, конечно, просто дискомфорт для жизни. Это все на первом этапе, еще перед внесением даже резервации, нужно обязательно проверять и вычищать. Только потом уже мы переходим к резервации квартиры. Важно, перед резервацией нужно поторговаться обязательно. Это очень важный момент, потому что, опять же, у тебя есть хотелки по покупке, а у продавца есть хотелки по цене. Это не значит, что он по цене своих хотелок сможет продать эту квартиру. Часто это 10% скидки. Это такая средняя, где-то 5, где-то 15, в зависимости от ситуации продавца и в зависимости от спроса на эту квартиру и от возраста этого дома. Можно торговаться, можно разгуляться. В морду тебе никто не даст. На крайняк скажут, сори, за столько не продам. Окей, можно потом вернуться, если или дать подумать время. Так бывает.
Конечно же, еще очень важно проверить техсостояние. Если ты разбираешься вообще в техсостоянии квартиры или дома, можешь проверять сам. В идеале позвать какого-то специалиста, который сможет проверить это жилье на наличие плесени или на наличие пропуска холода или от окон, или где-то от стены, который может просветить стену на наличие влажности. Да? То есть ты ее можешь не видеть, но А как этот специалист называется? тепловизор. Или так. Слушай, он называется... Аквамен. Но это на самом деле это не Дорадца даже. Смотри, я знаю, есть Дорадца, который вместо тебя может в Польше принять первичку, написать рапорт, что должны переделать и доработать те девелоперы. Это правда? Да, есть такие. Обычно это люди, которые умеют Ну, делать шарят в ремонты. этой теме. Жечознавца, который оценивает состояние квартиры и дает вердикт, собственно, а что тут надо поправить. Причем это стоит каких-то там а-ля 500 злотых. 100 евро где-то, где-то так. Ну, может, за выезд где-то возьмет 100 злотых больше. Но вот это такие расценки. Важно очень правильно зарезервировать квартиру, потому что договор резервации отличается от договора предварительного тем, что тебя даже могут немножечко подвинуть или отменить его. Договор резервации — это самый дешевый способ на самый короткий срок. Если нужно резервировать квартиру на месяц или больше, подписывай предварительный договор. Предварительный договор можно подписывать у нотариуса, а можно подписывать просто вот между собой. Чем они отличаются? Юридическая сила у всех одинаковая, но если ты подпишешь его у нотариуса, а владелец квартиры, например, где-то исчезнет, умрет или передумает, ты его можешь обязать без него, чтобы эта квартира потом перешла в твою собственность, как только ты ее оплатишь. То есть предварительный договор у нотариуса, его сложно вообще разорвать. Очень легко обязать другую сторону выполнить, если даже она передумает. Если этот предварительный договор подписан между нами, это дешевле, потому что мы не платим 0,5% нотариусу. Но в этом случае, чтобы я тебя обязал выполнять условия, это год, два, иногда судов. Конечно, суд будет на твоей стороне, потому что, это долго. Просто это долго. И что этот договор дает? То есть предварительный договор дает четкое понимание, что Ты намерен купить эту что- квартиру, да. а я намерен ты продать намерен. ее. То есть это, считай, как бы, по сути, финальный такой, финальный договор. Предфинальный, да, это Прямо предфинальный, вот. да. Потому что почему мы сразу не пишем финальный? Условно, у меня кэш, мы Да. подписываем резервацию на недельку, и за эту неделю мы должны встретиться у нотариуса, я тебе заплачу Ну да. денежным переводом всю То есть- сумму. Но если у меня ипотека, то мы подписываем предварительный договор, потому что ипотеку даже без него не дадут. И я иду и месяц, иногда два, жду разрешения от банка на ипотеку. Решение. И только тогда мы подпишем с тобой уже финальный договор. То есть так это выглядит. Окей. А что касается стоимости оплаты за предварительный, как я сказал, это 0,5% у нотариуса. От стоимости недвижимости Да, чаще всего эту стоимость делят пополам. 0,25. Ну да, но тут уже как договоришься. А кроме этого, если ты иностранец, скорее всего, тебе нужен будет переводчик. Это еще плюс 500 злотых примерно. За Такие выезд. расценки за выезд. Те же 500 злотых, да. Дальше, если это ипотека, у тебя будет вторая встреча уже у нотариуса. И это будет уже перенесение собственности после того, как банк одобрил тебе ипотеку. И сделал транш. Еще не сделал. Сначала должна быть уже твоя недвижимость, то есть нотариус должен на финальном договоре переписать ее на тебя. Но чтобы это сделать, он должен увидеть от банка подтверждение о Что- выданной ипотеке. Да, уже после этого банк видит, что ты купил эту недвижимость и отправляет эти деньги продавцу. Ты их не видишь, он не на твой счет То есть отправляет. вот да? они сразу туда идут. Ну, Да, все справедливо. верно. А ты уже со следующего месяца торчишь. в Миллион. банк. Ну, но за 30 лет, например, да. Тут важный момент. Часто продавцы просят пожить в этой квартире еще какое-то время. Ты уже без денег, они уже с деньгами. Но им нужно купить новое жилье, а это пару месяцев. Или снять в аренду. Ну, в общем, или они, например, там себе уже строят какой-то домик и уже доделывают там ремонт, и им негде жить. Они тебе могут заплатить за аренду, например, этого жилья. Или еще вначале самым сказать, и еще больше дисконт тебе дать за это, да. Но иногда ты можешь не хотеть разрешать им, потому что ты купил, тебе тоже надо где-то жить. Про это тоже нужно торговаться. Ты не только по цене торгуешься, но и про условия, да, во время покупки. В любом случае, это будет условно в тот же день, или через полгода, потому что продавцы дольше живут. Нужно будет составить правильно протокол передачи квартиры. В этом протоколе описывается все, что ты покупаешь. Про это тоже нужно еще вначале договориться, потому что можно купить квартиру, а оказывается, там уже нету мебели, когда ты второй раз Ну, приходишь. ничего нету. Осталась кухня, понял? И плитка с унитазом. Мы сейчас в Испании арендуем квартиру, в которой
Там же ж продавец, пустые квартиры, да, чаще всего? да, как бы все позабирал, он оставил только шкафы Мгм. старые, но он позабирал полки с этих шкафов. Не знаю зачем. И розетки. То есть Он забрал розетку. Розетки, да. Ну, розетка стоит там 5 евро, не знаю. Он повытаскивал розетки, оставил голые провода. Просто пластиковые розетки повытаскивал. Как-то так. Как-то так бывает. Мгм. Спасибо, лампочки оставил. Ну, и то вроде это нормально, что даже лампочки забирали. Так вот, это в этом протоколе прописано все, что ты получаешь, в каком оно состоянии, списываются счетчики обязательно. Ты переписываешь благодаря вот этому протоколу потом на себя всю коммуналку. Мгм. Ну, потому что вот то, что ты впишешь, Ты с этого приходишь в ЖЭК с этим протоколом, в ЖКХ, да. в ЖКХ, и Мы это называем администрацией дома. да, администрация. Да. и- После покупки недвижимости у тебя есть еще определенные обязательства. Это ряд перечень разных внесков и бланков, которые нужно везде поотправлять. Что-то нужно сделать сразу, что-то нужно сделать на протяжении 2 недель, что-то на протяжении месяца. Не, ну в том числе налог заплатить, да? Налог платится сразу при покупке, сразу. сразу нотариусу, да, желательно, чтобы она уже переводила. То есть это 2%. Или ты можешь его не платить, если это твоя первая недвижимость в жизни. В Польше, В жизни. в жизни. Да. Куда можно и нужно подаваться? Прежде всего, если у старых владельцев была тоже ипотека, ты покупал эту квартиру с ипотекой, ее нужно выписать как можно быстрее, чтобы твой банк выдал вообще, заплатил эти деньги им. Мгм. Поэтому ты выписываешь старую ипотеку и вписываешь новую ипотеку. Это делается в księgi wieczystej. Кроме этого, в księdze wieczystej нужно вписать уже себя как владельца и выписать старых владельцев. Мгм. То есть тоже подается в тот же суд, тот же бланк. Все желательно вместе на этом бланке расписать, чтобы 2 раза его не подавать. Кроме этого, налоговая. В налоговую, в зависимости от состава семьи, там есть разные внески. Они называются ИН, ЗИН, ЗДН и так дальше. Такие внески нужно... Внесок — это, как это, бланк, да? Заявление. Заявление, да. Нужно признаться налоговой, что ты купил недвижимость. Да. Это тоже от себя. Это не нотариус, это ты еще отдельно делаешь, чтобы налоговая знала. Кроме этого, есть ужинт места, или ужинт гмины, или ужинт жильницы. Это городской муниципалитет или муниципалитет района, куда ты подаешь внесок про то, что ты купил квартиру, чтобы они начали тебе насчитывать налог на землю, которая под твоим жильем. Мгм. И в Варшаве, например, за 40-метровую квартиру ты будешь платить где-то 50 злотых в год. Да. Даже если ты на 7 этаже живешь. Да, да. То есть примерно 1,5 злотых за квадратный метр в год нужно платить налога. Примерно 2 кружки этого 2 кофе. капучино. Да, да. 2 кофе в год надо заплатить за квартиру. Это твой налог. Если ты, да. И вроде бы как Варшава, Польша, вроде бы как хочет все-таки поменять эту, ну это тоже непонятно еще когда будет, хотят поменять способ начисления, чтобы это было не 1,5 злотых, чтобы это было какой-то процент от рыночной стоимости недвижимости. Понятно, что если недвижка твоя растет в рыночном эквиваленте, то и налог твой будет тоже расти. Тоже. Кроме этого, нужно, особенно если ты иностранец, чтобы факт покупки недвижимости был подан в МВД. Это не разрешение на покупку земли. Они собирают для статистики, чтобы потом писать прикольные новости, сколько украинцев купило в 23-м, 24-м, 25-м году. Но ты обязан это недвижимость. сделать. Это обязан на самом деле сделать нотариус, но ты обязан проверить, а сделал ли он это. Кроме этого, нужно податься в реестр грунтов. Точно так же, как новый владелец грунтов, этих виртуальных долей, которые находятся Под тобой. под тобой. Да, все верно. И после покупки, собственно, недвижимости ты там можешь проживать, но твоя семья может разрастись. Ты должен понимать потом, что ты с ней будешь делать. И неважно, это полная собственность, потому что в Польше есть несколько видов собственности квартиры. Да? Это может быть полная собственность твоя вместе с землей, Мгм. а может быть право проживать в квартире. Например, это в старых панельках чаще. Это в целом поляки этого не боятся, потому что они в таких квартирах родились, жили и дальше покупают, и не проблема. Для нас это звучит как, типа, как это, я не собственник. Да, ты не собственник, но это полностью твоя квартира, и никто, кроме тебя, не может этой квартирой распоряжаться, даже если она принадлежит коммуне. Это такая вот споуджельня называется. Есть плюсы в споуджельне, там никогда не нужно делать разрешение на покупку земли, потому что ты ее не покупаешь, ты покупаешь право, а на право разрешение делать не нужно. Такой квартирой можно распоряжаться как хочешь, можешь продавать, можешь сдавать в аренду, даже если ипотека, покупать дальше, точно так же следуя этому алгоритму.
Резюме. Давай еще раз то же самое, но только за минуту. Как мне пошагово купить вторичную недвижимость в Польше? Давай большими кусками зафиксируем это. Формируешь бюджет, понимаешь, это кэш или ипотека, выбираешь недвижимость, торгуешься по этой недвижимости, проверяешь все возможные риски, которые связаны с дальнейшими тратами денег или судебными издержками. Я вначале еще не сказал, есть еще суды, есть какие-то претензии других родственников и так далее, что тоже может как-то накладываться на эту недвижимость. И, конечно же, такую недвижимость покупать нельзя, чтобы там какие-то бабки не были до конца жизни прописаны, с которыми ты покупаешь. Вот это ты все проверяешь, и когда ты понимаешь, что недвижимость полностью чистая, или она не чистая, но ты можешь за это заплатить, и она будет чистая, это тоже не проблема. После этого только ты резервируешь эту квартиру, вплачивая какие-то деньги. И эти деньги ты же вплатишь, может быть заличка, а может быть задаток. Это важный момент, давай его проговорим. Проговорим. Потому что заличку, если ты платишь заличку, ее можно просто вернуть и разорвать договор. Если ты платишь задаток, он невозвратный. Если вот я заплатил задаток за квартиру, и я передумал, мне его не вернут. Но если я заплатил задаток, и ты передумал, как продавец, то ты должен вернуть в двойном размере этот задаток, что тебе тоже невыгодно. Поэтому если я заплачу тебе задаток 5000 злотых, ты мне вернешь 10, если тебе предложат чуть-чуть больше за эту квартиру, да? Но если я тебе предложу 30, 40, 50, для меня это уже больно, и для тебя больно в 2 раза больше вернуть. И больше тебе уже никто не предложит на 50, на 100, это уже нелогично. То есть вот этот задаток, он должен страховать и тебя, и меня, поэтому он должен быть больным и для меня, и для При тебя. этом, видишь, для продавца в 2 раза больше сделали. Ну, конечно. Потому что они чаще переобуваются, видимо. Да, это правда. И почему-то Польше важно это было зарегулировать законодательно, чтобы сделка состоялась, как продавец не перепрыгивал. Да? Смотри, важно, чтобы это было подписано, потому что устные договоренности с поляками — это самый большой фарс, который я в жизни видел. Все, что на слово, считай, не было. Вот это в большинстве случаев. Это только с поляками или это во всем мире так? Я считаю, что во всем мире. Хорошо. Кроме Японии, наверное, и некоторых стран. Японии, некоторых арабских стран. Мгм. Ну, славяне впереди планеты всей. После того, как ты зарезервировал квартиру, ты уже понимаешь, что тебе нужно там неделя или 10 недель, чтобы найти где-то деньги. Это ипотека или с Украины, с Беларуси там привезти в трусах, в карманах, в сумках. Ты платишь деньги за квартиру, и квартира твоя. Оформляешь протокол приема квартиры, где полностью описаны все счетчики состояния этой квартиры, потому что после этого акта приема уже любые претензии к продавцу вообще ничего не значат. Ты подписал, ты принял, вот как есть, так и было. И дальше везде, где только можно и нужно, тебе вот надо пойти и записаться. То есть во всех реестрах уже должен быть ты как владелец. Самое последнее, на самом деле, это самое простое, потому что эти бланки на самом деле несложные, их можно самому сделать, но тут вопрос, почему тоже это риэлтору делегируют, потому что это условно 10, а может и 20 часов стояния в каких-то очередях, в почте, в судах, еще где-то, и в целом это очень геморройная история, которая вообще ничего не стоит, ты просто теряешь время, и это максимально неприятно. То есть я лично бы только за это платил, потому что вот я там люблю быстро принимать решения, что-то делать, куда-то бежать, но и как только ты мне дашь какой-то бланк заполнять, я застрелюсь от вот этой бюрократической истории. Не могу. Все, пока. Славненько, спасибо. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.